Больше 500 детей, 14 перспективных направлений. В Беслане открыли станции юных техников и натуралистов. Комфортные просторные здания, современное оборудование и опытные педагоги, которые с удовольствием поделятся своими знаниями. Ребятам без преувеличения создали все условия для развития. Торжественное мероприятие посетил Сергей Миняйло. Глава пообщался с учениками, посмотрел, в каких условиях они будут заниматься. Наш корреспондент Дзира Соколой вам расскажет все подробно. Джигит в папахе с кинжалом, невеста в национальном платье и традиционные атрибуты осетинского застолья. Каждое изделие ручной работы, но прикладное творчество – лишь малая часть возможностей, которые теперь есть у ребят. Площадки и все лаборатории оценил глава республики Сергей Миняйло. Нравится как-то? Здесь будут заниматься больше 500 детей, и каждый найдет занятие по душе. На выбор 14 направлений – авиамоделирование, мультимедийная студия, IT-технологии и программирование, агро- и биоквантум и многое другое. Например, юные натуралисты смогут изучать биологию и агротехнологии в полном объеме. Для них построили 3 настоящие теплицы – системы автоматического отопления, вентиляции и фитоосвещением. Так урожай можно собирать круглый год. А для начинающих конструкторов есть площадка для тестирования радиоуправляемых моделей самолетов. И как приятный бонус – полноценная трасса для картинга. Помимо картинга, я бы, если честно, выбрал себе еще авиамоделирование. Ну а пока картингом позанимаюсь там еще. Пока есть возможность, я буду заниматься картингом. Спасибо вам большое за то, что открыли на такую прекрасную станцию. Оборудование новое. И вообще место очень хорошее, удобное, и от дома недалеко. Сергей Миняйло заглянул в каждый кабинет, пообщался с ребятами и педагогами. Глава отметил, в республике и дальше будут создавать условия для всестороннего развития детей. Вот такие и станции юных техников, да, юных натуралистов, дома пионеров, ну как бывшие дома пионеров, или сейчас они называются дома там детского творчества, да, они важны. Важны для чего? Для того, чтобы дать возможность нашим детям, да, раскрыть себя, свои таланты. Президентом Российской Федерации, да, поставлена задача была массовый спорт. Да. Мы хотим детей втянуть и в творчество, да, и в инженерию, к примеру, и в спорт. В обоих зданиях есть лектории, аудитории для интерактивных занятий, рекреации, медпункты и буфеты. Комфортно будет и маломобильным людям. Осваивать современные технологии помогут опытные педагоги. Планируем 17 числа Министерство образования объявило День дополнительного образования. И в этот день мы планируем День открытых дверей для родителей и детей. Мы приглашаем всех и будем рады видеть. Точно так же дети пройдут по лабораториям, запишутся в лаборатории. И у нас учебный процесс начнется буквально на следующей неделе. На строительство станции юных техников и натуралистов выделили больше 200 миллионов рублей. Оба объекта построили в рамках социально-экономического развития Беслана. Дзира Соколова, Александр Каджаев. Новости Осетии.